9 июля 2022 года глава республики Ради Хабиров анонсировал создание Евразийского музея кочевых цивилизаций. Через 2 года, в 2024 году, близ мавзолея Турахана, расположенного в Чишминском районе Башкортостана, был открыт визит-центра музея. Таинственный объект архитектуры, простоявший без серьезного изучения несколько столетий, наконец-то удостоился музеификации. К работе подключились историки, археологи и антропологи. Кто и когда построил мавзолей Турахана? Кем был легендарный Турахан, в честь которого, согласно башкирским хроникам и преданиям, был возведен этот мавзолей? Скажем сразу, что на поставленные выше вопросы пока нет однозначного ответа. Мавзолей Турахана стал предметом всестороннего исследования совсем недавно, поэтому четко ответить, кем и когда он был построен, вряд ли возможно. Также пока не ясно, насколько соответствуют исторической действительности сведения башкирских шежере и преданий о Турахане. В данной программе мы лишь поведаем о некоторых результатах, полученных учеными в последние несколько лет. Мавзолей Турахана и мавзолей Хусейнбека, отстоящие друг от друга на несколько километров по разные стороны райцентра Чишмы, всегда привлекали внимание исследователей, посещавших в разные периоды времени Башкирию. Еще бы! Ведь они были и по-прежнему являются самыми яркими зрительными образами башкирского средневековья. Неоднократно об этом говорил. Мавзолей Турахана является одним из таких ярких символов Башкирии. То есть и в этом отношении у нас целый комплекс таких объектов у нас в республике есть, которые напрямую, археологических объектов, которые можно напрямую ассоциируются с республикой. Такие стали брендами, да, Шульганташ, да, например, золото Сармат коллекции. И в ряду вот этих замечательных объектов, конечно, выделяется наш замечательный белокаменный мавзолей. Это мавзолей Хусейнбека и мавзолей Турахана. Мавзолей Турахана, благодаря расположению, такой особенный, такой выраженный в рельефе, да, месторасположение, он, конечно, очень серьезно впечатляет. На территории исторической Башкирии существовало значительно больше памятников подобного типа, но в относительной сохранности дошли только эти 2, если не брать в расчет так называемую башню Тамерлана в Зауралье. В отличие от мавзолея Хусейнбека, мавзолей Турахана дошел до наших дней почти в первозданном виде. В этом и заключается его уникальность. Что касается самого мавзолея, это объект уникальный не только потому, что это самый древний памятник архитектуры у нас, но еще и потому, что сохранность его уникальная. Это единственный, как минимум в Урало-Поволжье, объект такого типа, который сохранился практически в неизменном виде, сохранялся практически в неизменном виде на протяжении 7 столетий. Он никогда не подвергался глубокой реставрации, за исключением одного эпизода в 1976 году. И то эта реставрация, так скажем, являлась скорее консервацией. В 1869 году Руф Игнатьев на страницах журнала «Древности. Труды Московского археологического общества» опубликовал статью «Дворец Турахана». Руф Игнатьев, 1818-1886, историк, краевед, фольклорист, этнограф, уроженец Московской губернии с 1855 года, проживавший в Уфе, Оренбурге и в других местах Южного Урала. Игнатьев, однако, предположил, что так называемый дворец Турахана является мавзолеем. Французский археолог барон Жозеф де Бай, посетивший в конце XIX века Уфимскую губернию, не только сделал снимок памятника, но развил идею своего предшественника. Местная традиция ошибочно считает этот памятник остатком дворца Турахана. Его сходство с мавзолеем Хусейнбека, по мнению барона, не оставляет сомнений в его погребальном назначении. Наконец, фотографии русского писателя и этнографа Михаила Круковского, сделанные в начале XX века, добавляют новые нюансы относительно эволюции восприятия мавзолея Турахана. Свою фотографию
он сначала подписал как древний башкирский храм в Верхней Терме, но в опубликованной им в 1909 году книге «Южный Урал. Путевые очерки» под ней значится уже другое пояснение – древний башкирский памятник и могила князя близ Теремов. Терьмы – это нынешнее село Верхние Термы Чешминского района, жители которого также попали в объектив камеры Круковского. Первый русский историк Южного Урала Петр Рычков описывал не только мероприятия Оренбургской экспедиции, в составе которой он прибыл в 30-х годах XVIII века, но также прошлое Башкирии. Его источниками по данному вопросу стали показания башкирских тарханов Кедраса Муллакаева и Алдара Исикеева. Причем первый ссылался на некое историческое сочинение, утраченное им в бывшее башкирское замешание, то есть в годы восстания 1735-1740 годов. Из известий упомянутых тарханов следовало, что фигура Турахана занимала одно из центральных мест в исторической памяти башкирского народа. Петр Рычков, со слов Алдара Исикеева, писал в своей топографии Оренбургской губернии, что башкиры, терпя от сибирских ханов великие разорения, из тех мест под предводительством своего хана именем Тюрея удалились. После чего Турахан, по словам Кедраса Муллакаева, поселился на том самом месте, где ныне город Уфа. Но пребывал он там только зимой, а летом выезжал к упомянутому озеру Акзират и на речку Слак, то есть туда, где находились мавзолеи. В сводном шежере родов Бурзян, Кыпчак, Кусерган и Тамьян утверждается, что Турахан был самовластным ханом башкирского народа. Башкирия вошла в состав Монгольской империи на правах вассального владения, как, например, русские княжества, то есть с сохранением собственных князей в обмен на выплату дани. Францисканский монах Иоганн-Венгер, прибывший в Башкирию в 1314 году, писал, что страной правит государь всей Баскардии, совершенно зараженный сарацинским заблуждением, то есть убежденный мусульманин. Через 100 лет, в начале 15 века, Золотая Орда распалась на несколько частей. Башкирия при этом вошла в состав Шибанитского ханства, которым правили потомки Шибана, младшего брата Батыя. Упомянутый выше Руф Игнатьев передает башкирское предание, из которого следует, что легендарный Турахан был представителем именно этой династии. Поссорившись с родственниками, он якобы переселился в Башкирию, где стал удельным ханом. Имя Турахан – это, конечно, не антропоним, а башкирское название шибанитских наместников. Ведь слово «Тура» – это старинное обозначение области в низовьях рек Тура и Тобол, где находилась столица шибанидов – Чимга-Тура, нынешняя Тюмень. До недавнего времени при входе в мавзолей висела табличка с указанием, что он был построен в XII веке. Основанием этому, вероятно, послужили выводы известного башкирского архитектора Барыя Калимуллина, изложенные в книге «Башкирское народное зодчество». Барый Гибатович Калимуллин, 1907-1989, уроженец села Дуван-Мечетлино Мечетлинского района Республики Башкортостан, советский архитектор, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры, доктор искусствоведения. В настоящее время хронологическая рамка создания памятника пересмотрена и сужена до диапазона XIV-XV веков. До сих пор мавзолей не имеет точной датировки. Мы точно уверены в том, что это захоронение знати периода Золотой Орды. Мы понимаем, что по архитектурным особенностям самого сооружения возник он где-то в XIV, возможно, начале или конце XV века. Установить это еще предстоит. Но уникальный факт, что эта территория никогда не подвергалась какому-то сильному хозяйственному воздействию. И в целом мавзолей Турахана, Малый Кишинэ, который находится от него в 300 метрах, и прилегающие некрополи, они представляют собой уникальный пример композиционно-видовой связи объектов архитектуры с окружающим ландшафтом. В 1976 году в
В ходе работ, проводившихся сотрудниками Всесоюзного научно-реставрационного комбината во главе с археологом Еленой Хворостовой, была произведена шурфовка погребальной камеры мавзолея Турахана, в результате которой было установлено, что памятник был семейной усыпальницей. Интересно, что захоронения производились с нарушениями современной мусульманской обрядности. В могилах обнаружены кости жертвенных животных и фрагменты одежд. Да, мусульманин, но захоронили его, опять же, как статусное погребение в одежде. А почему отклонения в этом случае допущены были? Поскольку это статусное погребение. Человек был влиятельный, в связи с этим, конечно, совершено такое погребение. Но мусульманцы такое часто встречаются, опять же, в гробах. То есть ислам же сразу не проникал. Как раз о раннемусульманских погребениях говорит погребение в гробах. Здесь то же самое, как раз в погребениях встречались элементы гроба. Так же, как и в Хусейнбеке. Но в Хусейнбеке уже без каких-либо одежд захоронен. Только в гвозди и все. По окончании работ пол мавзолея был забетонирован. Материалы раскопок увезены в Москву. Их дальнейшая судьба пока неизвестна. В 1985 году археолог Геннадий Гарустович произвел раскопки в мавзолее Малой Кашине. Слово «Кашине» по-башкирски также значит «мавзолей», поэтому в научной литературе используются оба термина – латинский «мавзолей» и персидский «Кашине». Геннадий Гарустович, 1957-2017, историк-археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. В 2022 году одновременно с музеификацией начались раскопки на территории некрополя, располагавшегося вокруг мавзолея Турахана. Некогда он должен был выглядеть аналогично частично сохранившемуся некрополю возле Кашине Хусейнбека, но, к сожалению, от его великолепных надгробий до наших дней дошла лишь одна плита, эпитафия которой посвящена Такый Батыру, сыну Телекей-Бия из рода Кубау, похороненному в 1695 году. Упомянутый Телекей-Бий, вероятно, является эпонимом башкирского села Телекей-Кубово, нынешнего Буздякского района республики. Как раз говорит о том, что здесь захоранивались рода башкир, в данном случае Кубау. Такие батыры, как раз могильный камень стоит. Но со временем, наверное, возможно, как-то население сменилось, этот могильник был заброшен. Но наверняка эти надгробия, те же, как и сами камни, они были местного происхождения. То есть вызывался какой-то мастер, изготавливал эти камни. Возможно, он в один год пришел и для поздних, и для ранних погребений изготовил вот эти вот как раз надгробия. Что интересно, такое же надгробие по стилистике мы в прошлом году нашли в Белорецком районе. Там уже Тархан захоронен, такая же орнаментация, вот практически один в один. То есть это одна и та же рука изготовила как раз этот камень. Раскопки, проведенные в 2022-2023 годах башкирской археологической экспедиции имени Нияза Мажитова, дали ученым новый краниологический материал. Поступило предложение сделать эти реконструкции по 3 черепам. Мужским черепам, среднего возраста, хорошей сохранности. Реконструировать их внешний облик, как они выглядели при жизни. Методом Герасимова. Этот метод уже проверенный. Реконструкция, конечно, не дает стопроцентной гарантии внешности, как они выглядели. Это 70%, если будет достигнуто, это очень хорошо. Я взялся за эту работу, и вот по 2 пока черепам, которые опубликованы в недавно вышедшей статье, реконструкции отражают внешность людей, которые захоронены в могилах, наиболее приближенных к входу в Турахан, наиболее ранней части могильника, скажем так. Как сказано в упомянутой статье, изученные черепа в своей основе представляют европеоидный краниологический комплекс, имеющий ближайшие аналогии с материалами Сынташтамакского могильника, расположенного на территории современного Чекмагушевского района, а также с сериями чаоликской археологической культуры Приуралья,
оставленной одними из предков башкир. Ну, это были какие-то полукочевни или кочевники, в общем, которые освоили эту территорию и смешались с мурчеликсами, собственно говоря. Вот, потому что внешность первых анализов, которые мы делали по этим черепам, в общем, мы склонялись, что ближе все-таки морфологические аналогии из Казахстана, казахстанских кочевых групп. В XIV-XV веках территория Казахстана входила в зону кочевания племен Улуса-Шибана, так что данные краниологии не противоречат башкирским шежере, говорящим о шибанитском происхождении Турахана. К сожалению, на данный момент археологический материал, имеющий датирующие признаки, пока не обнаружен. Остается уповать на радиоуглеродные и палеогенетические анализы останков погребальной камеры Кашене Турахана, которые позволят установить время погребения и в какой-то мере происхождение погребенных, если, конечно, решение о вскрытии камеры будет принято. Что касается другого вопроса, поставленного в начале программы, касательно авторства мавзолеев, то в нем больше ясности. Известный советский археолог Алексей Смирнов, специалист по материальной культуре Волжской Булгарии, сравнив сооружение булгарского городища с мавзолеями Башкирии, пришел к выводу: в таком случае мавзолей Хусейнбека может быть отнесен к болгарской архитектурной школе. Это мнение, закрепившееся в академической литературе, в национальной историографии Татарстана получило весьма вольную трактовку, вошедшую в противоречие с позицией самого Смирнова. В частности, во многих публикациях прозвучало мнение, что башкирские мавзолеи были построены булгарскими зодчими, причем булгарскими в этническом значении, хотя сам Смирнов использовал эту атрибуцию лишь для географической локализации. Надо понимать, что любое наименование в археологии, особенно когда ее используют, она, конечно, это инструментарий. То есть, когда называют эту традицию булгарской, то есть, конечно, коллеги и там, обыватели, наверное, я очень надеюсь, они просто проводят параллель, да, что вот в архитектурно-строительном подходе в целом морфологически чешминские мавзолеи, они вот близки тем мавзолеям или тем сооружениям, которые были на территории современного Татарстана известны. Но связывать это с какими-то, как мне кажется, конкретными людьми, которые вот вроде бы оттуда пришли и здесь построили, да, вот наши мавзолеи, ну это не докажешь. Не стоит ставить во главу угла то, что ты желаешь видеть, или в то, что ты веруешь или веришь. Все-таки мы должны исходить из тех данных объективных, которые есть. Авторов подобных высказываний, видимо, совершенно не смущали явные фактологические нестыковки. Волжская Булгария до монгольского периода не знала технологию строительства из камня или кирпича. По многочисленным описаниям арабских авторов X-XII веков, города этой страны были деревянными. Каменные строения Булгара были построены по приказу монгольских ханов в XIV веке иноземными специалистами. Смирнов писал о том, что булгарская архитектурная традиция обязана своим возникновением зодчим из Закавказья. Известно, что в Булгаре проживала многочисленная армянская колония, оставившая надписи на своем языке. Вот. А кто конкретно строил? Мы на такой вопрос мы сейчас не можем дать определенный ответ, но все-таки я считаю, что вот те данные по фундаменту особенно, да, то есть достаточно глубокие фундаменты, достаточно широкие фундаменты, которые были наполнены известняковой крошкой, да, в общем-то, сама такая традиция, она характерна для регионов, где часто происходили землетрясения. Южный Урал, конечно, не относится к таким регионам, поэтому мы предполагаем, и мы, и Геннадий Николаевич Грустович, мы предполагаем, что это были специалисты, которые привыкли строить такого рода памятники в других регионах, ну, например, Кавказ или Закавказье и так далее. Таким образом, понятие «булгарская архитектурная традиция» во многом случайное. Если бы научное изучение белокаменных мавзолеев Урала-Поволжья началось с чешминских Кашене, то сегодня, вероятно, использовалось бы выражение «чешминская архитектурная традиция».
Мы можем сказать, что при сооружении самого мавзолея применялись навыки, традиции народов Закавказья, вероятнее всего. Применены они здесь, это видно и в выборе материала, который использовался при сооружении. Это местный известняк в основном, различных типов. Известняковые породы, песчаники, очень массивный фундамент это здание имеет. То есть, скорее всего, люди, которые строили мавзолей, они привыкли жить в тех местах, где наблюдается серьезная сейсмическая активность. То есть здание сооружалось таким образом, чтобы выдержать серьезное землетрясение. Может быть, в этом и есть причина, почему он так долго простоял, без каких-то перестроек, не обрушился. Таким образом, выяснилось, что при возведении мавзолея Турахана использовались богатства местных недр. Следовательно, существовавшее предположение о поставках стройматериала с территории булгарского городища оказалось несостоятельным. Да и по здравом размышлении, подобная транспортная операция в те времена вряд ли была осуществима. Плотный известняк, вот он, пористый известняк у нас на куполе и на сводах использовался. Использовался принцип, чем выше стена здания, тем легче должен быть материал. То есть купол он полностью сооружен из вот этого водорослевого туфа. Интересно, что в стратиграфии отложений пермского периода, в отложениях Дема это можно увидеть, породы лежат именно в такой последовательности. В основании известняк, далее плотный, в основании песчаник, далее плотный известняк, далее уже водорослевый известняк. Технология кладки полубутовая. В качестве раствора строительного использован алебастр на основе гипсораствор. Тоже, скорее всего, не скорее всего, тоже местный. Мы ближайшие аналоги, наверное, можем на территории России увидеть в Крыму, где каменная кладка производится. И Закавказье, конечно, Закавказье. Мавзолей Турахана дошел до наших дней в почти неизменном виде. Исключение составляет лишь его купол. Изначально он имел пирамидальную форму, но в какой-то период обрушился. Нынешняя плоская крыша – результат реставрационных работ 1976 года. Так, крышу изучали мы уже эндоскопом, пытались, в общем-то, посмотреть то, что находится внутри. Пространство там есть, и внутренняя часть купола полая была изначально. То есть внешняя часть остроконечная и внутренняя часть полукруглая, они между собой делены еще воздушной прослойкой. Конструктивные особенности мавзолея Турахана, подчеркивающие неповторимость его архитектуры, несут в себе определенную символику. Что касается символизма, значит, если в фундаменте он был такой квадратный мавзолей, да, в последующем он переходит в восьмигранный барабан. Это мусульманская традиция, которая свидетельствует о том, что каждая грань – это 8 врат рая. Археологические раскопки последних лет выявили несколько селищ XIV века не только в Уфимском, но и в Чишминском районе республики. Словом, в этот период окрестности мавзолеев не были безлюдной пустыней. Наш регион не был каким-то захолустьем, не находился на каком-то отшибе. Да? Здесь достаточно хорошо были представлены ремесла, люди занимались обработкой металла, искусно делали чугунные изделия. И им было что показать, им было что предоставить, им было чем торговать. И, конечно же, отсюда проходили торговые пути. Поэтому вот все наши исследования как раз-таки они свидетельствуют о том, что наш регион в период Золотой Орды расцветал, а население было достаточно таким разнообразным. Были и кочевники, были и те, кто занимался полукочевым скотоводством, были ремесленники, были торговцы. Исторические и археологические исследования последних лет создали картину, радикально отличающуюся от господствовавших прежде представлений, обусловленных слабой изученностью башкирского средневековья. Но, как говорится, лед тронулся. И когда мы это накладываем на наличие здесь, на этой же территории, таких вот замечательных поселений,
и таких же не менее замечательных мавзолеев, то тут уже мы переходим к интересным выводам о том, что действительно та идея, та гипотеза о том, что здесь мог вот на этой территории Уфимского, Тишминского района, вот при Урале формироваться какой-то центр административный, хозяйственный, культурный, политический, он подкрепляется, начинает подкрепляться конкретным археологическим материалом. Я считаю, что это очень серьезное открытие, и в этом направлении надо продолжать исследования, продолжать работу. Открытие в 2024 году визит-центра Турахан вдохнуло жизнь в эти обычно безлюдные пространства. Как и 600-700 лет назад, к мавзолею потянулись массы людей, но теперь уже с чисто познавательной целью. Туристическая локация стала очень интересной, потому что за год его посетило около 150 тысяч туристов, и это очень большое количество посетителей. Это музей одного дня. Вот, чтобы сюда приехать с семьей, посетить экспозицию, подняться к самому мавзолею, пройтись со всей семьей. Сейчас люди идут к природе, потому что большие города, миллионные города, там люди устают, и чтобы отдохнуть, люди едут на природу, и вот на такие локации, чтобы они были красивыми, современными. Тот же Шульканташ музей, он находится 380 километров от Уфы, но туда едут больше 100 тысяч туристов в год, потому что это красивая природа, это сплавы, это пещеры красивые, современный музей, один из лучших музеев России. Вот, наверное, 21 век – это тренд музеев на лоне природы. На территории исторической Башкирии обнаружено около 10 объектов типа мавзолеев или кашене. Однако от большинства из них осталась лишь груда развалин. Большая часть, как, например, мавзолеи Бандабики в Кугарчинском районе республики, были кирпичными зданиями, что относит их к среднеазиатской строительной традиции. Так или иначе, за каждым из них стоит отдельная многовековая история, разгадать которую еще только предстоит. Пожелаем же удачи нашим археологам.